самараноки оид ба ҳамкорӣ байни бонк ва ҷумҳурии тоҷикистон таҳия намоем. ва дар ин ҷода мо кӯшиш мекунем ки стратегияи ҳамкории мо бо ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо афзалиятҳои стратегии бонки осиёгии русро то соли 2030 балки инчунин тамоми афзалиятҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистонро то давраи соли 2030 дар бар гирад. дар хотимаи сухан ман гуфтанӣ ҳастам ки бо такя ба он ҳамкориҳое ки мо дар гузашта дар сатҳи баланд доштем, мо дар оянда аз номи бонк кӯшиш мекунем ки ҳамкориҳои байни бонк ва ҷумҳурии тоҷикистонро ба сатҳи боз ҳам баландтар барорем. дар ин ҷода бонки осиёгии рушд тасмим гирифтааст ки на танҳо тавассути ташкилоти мазкур кӯмакҳои дуҷониба расонад, балки инчунин бо дигар шарикони рушд ҳамкорӣ намояд то он ки барои боз ҳам ҷалб намудани маблағҳои иловагӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон тавассути воситаҳои ҳаммаблағгузорӣ кӯшишҳои зарурӣ ба харҷ дода роҳҳои зарурии он пайдо карда шавад. шаҳри Душанбе дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ. 15 июн дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар сатҳи баланд баргузор шуд. барои иштирок дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё роҳбарону намояндагони 27 давлати қораи Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда буданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар асоси оини қадимаи меҳмоннавозии анъанавии тоҷикона барои истиқболи сазовори меҳмонони олиқадр дар пойтахти мамлакат тадбирҳои шоистаи ободониро анҷом додааст. ба таври идона ороста шудани пойтахти мамлакат ва насби шиору овезаҳо ки аз истиқболи самимии сарони давлатҳои аъзои машварат ва нозир шаҳодат медиҳанд. рӯзҳои 13 то 15 июн дар шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. ба хотири иштирок дар ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ сарони кишварҳои аъзо, давлатҳои нозир ва як қатор ташкилотҳои бонуфузи олам ба Тоҷикистон ташриф оварданд. 13 июн президенти ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена бо мақсади иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадсаид Убайдуллоев ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 13 июн президенти ҷумҳурии халқии Бангладеш Муҳаммад Абдул Ҳамид барои иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадсаид Убайдуллоев ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғлу Мамедов бо мақсади иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн раиси иҷроияи ҳукумати ваҳдати миллӣ мақсади иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҳир Расулзода ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн президенти Федератсияи Россия Владимир Путин бо мақсади иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн сарвазири шоҳигарии Камбоҷа Хун Сен барои иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн ноиби президенти Ветнам хонум Данг Тхин Нгок Тхин ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе
муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн амири давлати Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Олисонӣ бо мақсади иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн президенти ҷумҳурии исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ бо мақсади иштирок дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукрҷон Зуҳуров ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 июн президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган барои иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Убайдуллоев ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 15 июн дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. барои иштирок дар кори ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва намояндагони волумақоми кишварҳои иштирокчӣ, роҳбарони ташкилоту созмонҳои байналмилалии нозир ва шарик дар кохи Наврӯз ба ҳам омаданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд, сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, раиси иҷроияи ҷумҳурии Исламии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллаҳ Эмомалӣ, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғло Мамедов, сарвазири шоҳигарии Камбоҷа Хун Сен, ноиби президенти ҷумҳурии Ветнам хонум Данг Тхи Нгок Тхин, президенти ҷумҳурии халқии Бангладеш Муҳаммад Абдулҳамид, президенти ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ, президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ, президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ва роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи оламро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии демократии сафари мизбон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳо дар толорҳои дидор ва арранг сурат гирифт. макони асосии баргузории ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё толори пурнақшу нигори зарандуд интихоб гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ оид ба тадбирҳои боварӣ дар Осиёро ки ин навбат таҳти раёсати Тоҷикистон сурат мегирад ифтитоҳ карда ҳамаи иштирокчиёнро ба Тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники заседания, хотел бы сердечно поприветствовать вас в Душанбе на 5-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия ВАЗ ЕСМДА. Саммит ЕСМДА является важной площадкой для обсуждений на высоком уровне
актуальных процессов, происходящих в Азии и мире, консолидации совместных усилий для своевременного и достойного ответа глобальным вызовам и угрозам безопасности. За истекшие 5 лет со времени предыдущего саммита накопился целый ряд вопросов, требующих нашего совместного обсуждения. Убежден, что сегодняшний обмен мнениями на высшем уровне будет способствовать поиску путей укрепления нашего конструктивного взаимодействия, направленного на укрепление мира, стабильности, безопасности и осуществление мер доверия в азиатском регионе. Уважаемые главы делегации, прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня, хотел бы искренне поздравить уважаемого Касым-Жомарта Токаева с избиранием на пост президента Республики Казахстан и пожелать ему крепкого здоровья и успехов на ответственном посту. Также хотел бы поприветствовать делегацию Шри-Ланки в качестве нового члена совещания. Таджикистан в период своего председательства совещания первостепенную задачу видит во всестороннем содействии укрепления конструктивного диалога и широкого взаимодействия между государствами-членами посредством продолжения реализации мер доверия, а также содействия процветанию и гармоничному развитию всего азиатского региона. Обширный регион Азии в настоящий момент сталкивается с новыми вызовами, на фоне которых исторические судьбы народов тесно переплетены. Стремление к экономическому росту, совместному устойчивому развитию и прогрессу. Таджикистан подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения в рамках процесса СВМДА, усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности в Азии, углубление многогранного сотрудничества и реализация мер доверия в политической, экономической, экологической и гуманитарной областях. Со времени последнего саммита в регионе СВМДА произошли значительные преобразования. Международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транснациональной организованной преступности. Борьба с этими угрозами требует от всех государств-членов совещания принятия безотлагательных совместных мер. Пережив в начале 90-х годов прошлого столетия гражданскую войну, народ Таджикистана осознает ценность мира, спокойствия и стабильности, а также абсолютную необходимость их сохранения и укрепления. Таджикистан в тесном сотрудничестве с ООН и другими международными партнерами в прошлом и текущих годах провел у себя 2 важных конференции высокого уровня по тематике укрепления международного и регионального сотрудничества в борьбе с этими глобальными угрозами и источниками их финансирования. Эффективное противостояние указанным вызовам и угрозам безопасности также вызывает необходимость реализации комплекса мер по улучшению социальных аспектов жизни наших обществ, особенно по снижению уровня бедности и безработицы. Серьезную озабоченность у нас вызывает сложная ситуация в соседнем Афганистане. Принятие эффективных мер и дальнейшая координация усилий международного сообщества, в том числе государств-членов СНДА, на этом направлении могут оказать реальное содействие решению афганской проблемы. В этом контексте важную роль может сыграть содействие вовлечению Афганистана в процессе региональной интеграции в рамках 5 измерений совещания. Укрепление экономического сотрудничества является неотъемлемой частью нашего участия в достижении устойчивого роста. В наших общих интересах в полной мере задействовать транзитный потенциал региона путем ускорения модернизации и строительства новых коммуникационных инфраструктур.
окружающая среда и изменение климата являются другими важными направлениями нашего сотрудничества. Стихийные бедствия ежегодно наносят огромный ущерб экономике наших стран. В этой связи мы предлагаем разработать эффективные механизмы оказания всесторонней помощи странам, страдающим от стихийных бедствий. В силу своих географических особенностей Таджикистан, 93% территории которого занимают горы, также остается уязвим перед лицом разрушительных последствий чрезвычайных ситуаций, которые ежегодно приводят к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам. В нашей стране за последние 40 лет исчезло более 1000 ледников, что в свою очередь отрицательно сказывается на ключевых сегментах национальной экономики, гидроэнергетики, сельском хозяйстве, промышленности. Продолжение процесса быстрого таяния ледников отрицательно влияет на объемы водных ресурсов в Центральной Азии, более 60% которых формируются на территории Таджикистана. Это создает дополнительные препятствия на пути реализации целей устойчивого развития. Всем известно, что в Центральной Азии водные ресурсы являются ключевым компонентом социально-экономического развития и экологического оздоровления региона. В этой связи достижение целей устойчивого развития в регионе возможно только путем рационального использования водных ресурсов, сокращения потерь и их сбережения для будущих поколений. Таджикистан активно продвигает глобальную водную повестку. По нашей инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в течение периода с 2003 года по настоящее время были объявлены Международный год пресной воды 2003 год, Международная декада действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год. В декабре 2016 года консенсусом была принята резолюция о Международном десятилетии действия «Вода для устойчивого развития», официальная реализация которого началась в прошлом году. Всеобъемлющая реализация практических действий в рамках нового десятилетия призвана способствовать достижению целей устойчивого развития, связанных с водой. В этой связи считаем важным участие государств-членов СНДА в совместной реализации данного десятилетия. Уважаемые участники заседания, Таджикистан в период своего председательства будет содействовать продвижению сотрудничества в области туризма и улучшению взаимодействия наших стран в данном направлении. В этом контексте нами запланированы мероприятия по широкому ознакомлению представителей стран-участниц СНДА с культурно-историческим наследием и богатыми природными ресурсами Республики Таджикистан, а также по созданию платформы для поиска новых путей сотрудничества в этой сфере. Надеемся, что сегодняшняя встреча позволит нам поделиться опытом, накопленным за годы взаимодействия в рамках совещания и определит основные направления нашей совместной деятельности по укреплению безопасности и дальнейшему продвижению процесса СНДА. Уверен, что саммит придаст дополнительный импульс достижению наших общих целей и укреплению механизмов многостороннего сотрудничества и широкого взаимодействия в рамках решения насущных вопросов СНДА. پس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به نتیجه‌های ریاست جانبی تاجیکستان در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، سران دولت‌های اعضای مشورت رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ، پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادش محمد عبدالحمید، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژامارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان سورونبای ژینبکوف، پرزیدنت جمهوری دموکراتی سوسیالیستی شریلانکا مایتریپالا سیریسینا، پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان،
президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, раиси иҷроияи ҷумҳурии Исломии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллоҳ, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғлу Мамедов, сарвазири шоигарии Камбоҷа Хун Сен, ноиби президенти ҷумҳурии Вьетнам хонум Данг Тхи Нгок Тхин, вазири корҳои хориҷии шоигарии Баҳрайн Халид Аҳмад Муҳаммад Оли Халифа, роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои нозир ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи олам суханронӣ карданд. баромадкунандагон ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пазироии гарм, меҳмоннавозии самимӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё изҳори сипос карда, ба натиҷаҳои раёсати Тоҷикистон баҳои баланд доданд. С большим удовольствием хотел бы предоставить слово председателю Китайской Народной Республики, уважаемому господину Си Цзиньпину, как предыдущему председателю СВНДА. Прошу, господин председатель. Уважаемый президент Рахмон, уважаемые коллеги, хочу искренне поблагодарить Таджикистан, председательскую страну, за прекрасную организацию и гостеприимство. Созыв совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии был важной инициативой первого президента Казахстана Назарбаева. На протяжении 27 лет с момента своего создания СВМДА посвящает себя укреплению доверия и взаимодействия и вносит в себя позитивный вклад в содействие миру и развитию в Азии. На Шанхайском саммите СВМДА я выступил с инициативой предварять в жизни новую концепцию общее, комплексное, кооперативное безопасности. 倡议探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展。 И выработать пути к безопасности и развитию, отвечающие спецификам Азии и нашим общим интересам, что нашло активный отклик. 和塔方现任主席的工作。 За последние 5 лет стороны оказали китайской стороне огромную поддержку. Два срока председательства и продолжает ее оказывать председательствующему Таджикистану. Непрерывно увеличивается между сторонами председательствующим Таджикистане непрерывно увеличивается между сторонами взаимопонимание, активизируется сотрудничество и при общих начался новый этап развития совещания. Китайская сторона готова с другими сторонами всемирно поддерживать работу председательствующего Таджикистана и укреплять полномасштабное соседство и вывести процесс СМДА на новую высоту. Китайская сторона проведет у себя форум директоров военных вузов стран-участниц и ряд мероприятий. Коллеги, в 2012 году я выступил с инициативой о создании сообщества Единой Судьбы Азии, обозначил общую цель открытия светлого будущего на нашем континенте. В новых условиях необходимо следовать намеченным целям, делиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями, реагировать на вызовы, рука об руку, создать новую обстановку безопасности и развития. 几年来，亚洲国家在迈向命运共同体过程中，增强了合作意识，丰富了合作实践，积累了合作经验。 И тоже накопили опыт в новых обстановках. Нам необходимо следовать намеченным целям и
и поделиться друг с другом уникальными возможностями и общими усилиями реагировать на вызовы, рука об руку создать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважительной и взаимодоверительной Азии — это наше общее чаяние. Важно придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны, самостоятельно выбранный политический строй и путь развития. Следует отказываться от игры с нулевой суммой и протекционизма, наращивать политические контакты, укреплять политические взаимодоверие в интересах расширения стратегического взаимопонимания. Построение безопасной и стабильной Азии — это наша общая цель. Важно продолжать претворять в жизни новую концепцию общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности. Выступать решительно сторонником диалога вместо конфронтации, партнерства вместо присоединения к блокам, адекватно реагировать на различные проблемы в сфере традиционной и нетрадиционной безопасности. В особенности в борьбе против терроризма во всех формах, с прицелом на применение эффективных превентивных мер, чтобы в корне предотвратить возникновение волны экстремистских идей. Необходимо изыскивать путь к созданию архитектуры региональной безопасности с учетом особенностей азиатского континента и реальными потребностями всех стран во имя общей и неделимой безопасности. И развитие — это ключ к разрешению всех проблем. Нам необходимо продолжать активизировать упрощение и инвестиции. Необходимо реализовать те договоренности, достигнутые в ходе состоявшегося объявления второго форума «Один пояс, один путь», чтобы задействовать всемирные взаимосвязанности в целях высококачественной реализации «Один пояс, один путь». Построение открытой и толерантной Азии — это наше общее стремление. И только открытость ведет нашу дорогу все шире и широкий. От замкнутости приведет лишь к отсталости. Нам необходимо осуществить итоги Майской конференции по диалогу между цивилизациями Азии, утвердить концепцию цивилизации в духе равенства, взаимообогащения, диалога и толерантности, чтобы многообразие цивилизации преобладало над превосходством отдельной цивилизации, гармоничное сосуществование над конфликтами цивилизации и взаимообмен над отчужденностью, а процветание и совместное развитие над стереотипами. Построение кооперационной и инновационной Азии — наши общие потребности. Инновация — это важный стимул к прогрессу. Нам необходимо превращать эти концепции на реальные шаги и укреплять инновацию во всех сферах. И тоже, чтобы постараться найти новый ответ для решения, где болезни, устранить разные болезни для наших вопросов, и чтобы преодолеть все трудности в Азии. Уважаемые коллеги, неуклонно развивая добрососедские дружественные отношения со странами Азии, Китай принимает активное участие в создании многосторонних институтов в области безопасности и развития, в том числе СВМДА, ШОС, Азиатский банк инфраструктурной инвестиции, а также мы поддерживаем конструктивную роль АСЕАН, СААРК, ЛАК и их важный вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азии. Как член большой азиатской семьи и ответственная крупная страна, Китай продолжит вносить свой вклад в поддержание глобального мира, продвижение мирового развития, а также защиту мирового порядка во имя формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Во-первых, мы будем решительно идти по пути мирного развития, никогда не будем гоняться за собственные выгоды в ущерб интересам других. Китай будет продолжать укреплять дружественные взаимодействия с разными странами на основе 5 принципов мирного сосуществования, продвигать мирное урегулирование территориальных и морских споров с соответствующими странами, выступать за разрешение проблемы в горячих точках региона путем диалога и консолидации. Во-вторых, мы будем отстаивать принцип открытости и всеобщего выигрыша, делиться возможностями развития со всеми странами. Китай готов со всеми странами использовать платформу международного сотрудничества «Один пояс, один путь», придать неисчерпаемый толчок совместному развитию. В этом году в Китае будет проводиться вторая международная импортная выставка, призванная создать еще больше благоприятные условия для продвижения другими странами своих товаров на китайском рынке. В-третьих, мы привержены многосторонности и защищаем миропорядок, основанный на международном праве. Китай готов вместе со всеми заинтересованными странами руководствоваться концепцией глобального управления на принципах совместной консолидации, совместной реализации и совместного использования. Решительно защищать международную систему в основе стоит ООН и многостороннюю торговую систему, в которой ведущей роли принадлежат вопросы ВТО. Необходимо урегулировать возникшиеся вопросы в торговых связях должным образом, в духе взаимоуважения, путем равноправного диалога и консолидации на основе принципов международных отношений и правил многосторонней торговли, взамен претензию на протекционизм и подход односторонности. Позиция Китая нацелена не только на обеспечение законных прав развития всех стран, но и отстаивание международного равенства и справедливости. Уважаемые коллеги, великий таджикский поэт Рудаки так писал: «К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется грубец». Мы готовы вместе с партнерами приложить неустанные усилия к миру, стабильности и процветанию, чтобы открыть прекрасное будущее Азии и всего мира. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин председатель, за ценные высказывания относительно текущего состояния и перспектив развития совещания. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Только что президент Таджикистана и председатель Китайской Народной Республики высказали важные оценки состояния и перспектив работы наших стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также считаю, что наш форум вносит большой вклад в развитие сотрудничества на всем азиатском пространстве. В русле темы нынешнего заседания общее видение безопасного и более процветающего региона. Отмечу, что Россия нацелена на развитие взаимодействия со всеми странами-участницами совещания по реализации масштабных задач, касающихся укрепления мира и стабильности в Азии. Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности. Системы, основанные на универсально признанных принципах международного права, устава ООН, таких как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе. Для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика. Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей.
Особого внимания требует ситуация в Афганистане, согласен здесь с нашим таджикским коллегой, где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность. Отмечу, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. В феврале и в конце мая в Москве прошло 2 раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и движения «Талибан». В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества наша страна будет делать все для реализации принятой на завершившемся вчера в Бишкеке саммите этой организации дорожной карты по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы. Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную страны к мирному строительству, возвращение в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета. Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований. Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию. Негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Полагаем, что единственное разумное решение – продолжение выполнения участниками плана своих обязательств. И Россия именно так и намерена поступать. Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути. Этот подход лег в основу разработанной в 2015 году по нашей совместно с Китайской Народной Республикой инициативе дорожной карты урегулирования. Именно в таком ключе мы провели переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в России в апреле этого года. Важно, чтобы страны-участницы совещания по мере возможности способствовали усилиям по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Уважаемые коллеги, на предыдущем саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Шанхае в мае 2014 года предметно обсуждались вопросы, связанные с недопущением использования информационных технологий для подрыва международного мира и безопасности. Тогда было условлено сообща продвигать идею выработки универсальных международных правил ответственного поведения в цифровом пространстве. И нужно признать, что удалось добиться определенных результатов. По предложению России и при поддержке многих представленных здесь государств, за что мы вам очень благодарны, уважаемые коллеги, в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, в которой содержится свод правил ответственного поведения в области информации и телекоммуникаций. Запущен процесс формирования рабочей группы ООН по международной информационной безопасности. Сложение усилий государств-участников совещания требуется и для дальнейшего развития тесных хозяйственных связей на всем пространстве Азии. На сегодняшний день наш регион является локомотивом глобального роста. Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры, сосредоточены мощные финансовые, людские, интеллектуальные ресурсы. В совокупности все это дает региону уникальные конкурентные преимущества. И такими преимуществами надо пользоваться в полной мере ради общего блага для обеспечения устойчивого и динамичного развития. Российская сторона, как координатор экономического измерения совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, придает особое значение работе на этом направлении. Напомню, что по российской инициативе в 2015 году в рамках совещания создан деловой совет с участием бизнесменов наших стран.
А к нынешнему саммиту подготовлен меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями. Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил Всемирной торговой организации на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. На эту тему мы подробно говорили совсем недавно на Петербургском экономическом форуме неделю назад. Смысл того, что мы на форуме хотели довести, заключается в том, что в мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил, с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас, как никогда, востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имея в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться. Хотел бы также с удовлетворением отметить, что все большей поддержкой, в том числе со стороны участников совещания, пользуется идея состыковки интеграционных процессов, развивающихся в рамках Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организации сотрудничества, китайской инициативы «Один пояс, один путь». Конечно же, такой подход отвечает нашим общим интересам. И завершая свое выступление, хотел бы поблагодарить президента Республики Таджикистан Эмомали Шайховича Рахмона за теплый прием и гостеприимство, за организацию нашей совместной работы. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше видение сегодняшней ситуации и конструктивные предложения. А теперь слово предоставляется президенту Народной Республики Бангладеш, уважаемому Абдул-Хамиду. Пожалуйста. Уважаемый господин председатель, Ваше Превосходительство, президент Республики Таджикистан, уважаемые Ваше Превосходительство, президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, уважаемые представители, дамы и господа, доброе утро всем. Мне очень приятно быть здесь с вами, в прекрасном, в историческом городе Душанбе, для того, чтобы присутствовать на 5-м саммите конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы очень глубоко признательны правительству Республики Таджикистан за выражение теплого гостеприимства. Я хотел бы поблагодарить также Народной Республики Китай за то, что вы возглавляли этот процесс и успешно председательствовали. Я также хотел бы поблагодарить и Республику Казахстан, и бывшего президента за ценный вклад, усилия для того, чтобы создать СВМДА при поддержке всех стран Азии. Ваше Превосходительство, мы чувствуем, что СВМДА, если посмотреть на политический ход, вносит очень ценный вклад. И в моей стране я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать поддерживать эти благородные принципы в действии СВМДА. Мы будем поддерживать СВМДА для того, чтобы продолжать действовать по приоритетным направлениям, достигать поставленных задач. Мы будем участвовать в диалоге для того, чтобы участвовать в диалоге по обеспечению безопасности. Мы придерживаемся принципов дружбы. Наш уважаемый премьер-министр, его превосходительство Шейх Хасина, он поддерживает очень тесные взаимоотношения. Мы следуем принципам мира, стабильности и развития. И СВМД — это очень актуальный формат для нас в этой связи. Уважаемые представители, делегаты, мы
сталкиваемся с такими проблемами, как насильственный экстремизм, международный терроризм, миграция, среди прочих различных сложных вопросов. Нам нужно скоординированно разрабатывать ответы для того, чтобы справляться с такими моментами, как вопрос национальной безопасности, нерегулярности в потоках миграции, территориальные заявления, различные внутренние конфликты, сепаратизм, экономические проблемы, изменение климата. Это видимые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Во всем этом это жизненно важные вызовы, где СВМДА должна действительно наращивать свой потенциал для того, чтобы и далее продвигать концепцию для безопасности каждого человека, обеспечивать стабильность, работать в партнерстве, совместно разделять свою ответственность и коллективно прилагать усилия. Дамы и господа, вы знаете, что Бангладеш — страна, где есть представитель национальности Мьянмар более чем 1,4 миллиона. Есть такие проблемы, как геноцид и очень серьезное нарушение прав человека. И такая ситуация стала типичной ситуацией, которая сегодня рассматривается в связи с подобными проблемами несоизмеримых масштабов, когда люди, гражданское население вынуждены покидать свои нажитые места, свои дома в Бангладеше. Мы открываем свои дома, мы принимаем их, мы продолжаем подыскивать мирное решение для переживаемого кризиса такого рода, и мы подбираем необходимые инструменты для того, чтобы помочь обустроить жизнь этим переселенцам из Мьянмара. Дестабилизация всего региона — это на самом деле риск, который присутствует, и мы хотели бы также заручиться поддержкой, прилагая свои усилия со стороны партнеров СВМДА, чтобы граждане Мьянмара могли бы вернуться в свою родину для того, чтобы могли там достойно проживать, наслаждаясь безопасностью. Уважаемые Ваше Превосходительство, делегаты, что касается самого устройства региональной безопасности, Бангладеш будет продолжать работать, чтобы укреплять региональный потенциал СВМДА для того, чтобы усиливать меры сотрудничества в разных направлениях и обеспечить инклюзивный подход в рамках СВМДА. Вступая в следующее десятилетие существования СВМДА, Бангладеш будет продолжать работать в качестве партнера, чтобы обеспечить новые мирные действия в этом регионе. Мы также будем продолжать наращивать взаимосвязи между представителями СВМДА и другими международными региональными организациями для того, чтобы мы могли наслаждаться на высшем уровне безопасности. Мы будем также продолжать двигаться для того, чтобы в регионе были решены оставшиеся вопросы, связанные с безопасностью и сотрудничеством, вопрос стабильности и безопасности и процветания. Мы будем продолжать работать как в сфере экономики, так же и в сфере диалога и сотрудничества. Ваше Превосходительство, я вполне уверен, что данный саммит, он сможет направить и привести нас к большему сотрудничеству для мира, для безопасности, для обеспечения стабильности в данном регионе. Мы будем продолжать наращивать усилия со стороны стран-членов СВМДА для того, чтобы реализовывать необходимые меры по укреплению доверия и взаимодействия. Я призываю партнеров в рамках СВМДА для того, чтобы вы и дальше продолжали поддерживать глобальную роль СВМДА, чтобы мы могли написать новую главу о мире, о стабильности и процветании как для региона, так и в целом для всего мира. Я хочу поблагодарить на этом всех вас. Спасибо, господин президент, за выступление. Слово предоставляется президенту Исламской Республики Иран, доктору Хасану Рухани. Марамат, пожалуйста, прошу вас, господин президент. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату аля расулиллах. Ва алихи ва сахбихи. И также благодарение пророку и его соратникам, Ваше Превосходительство, дамы и господа, господин председатель. Я бы хотел поблагодарить правительство Таджикистана и его Превосходительство господина Рахмона, уважаемых президентов, и также гостеприимный народ Таджикистана.
برای میزبانی این نشست مهم تشکر میکنم. همچنین از دولت چین که ریاست قبلی کنفرانس را به عهده داشت قدردانی می‌نمایم. اطمینان دارم که کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا در دوره ریاست جدید نیز مانند گذشته در مسیر ارتقای گفتگو و همکاری میان دولت‌های عضو به منظور تحقق اهداف کنفرانس گام برداشته و نقش و جایگاه آن را در امر صلح و ثبات منطقه و جهان تقویت خواهد نمود. حضار گرامی، بدون تردید برگزاری نشست سران سیکا در شهر دوشنبه با توجه به شرایط کنونی منطقه و وجود طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک فرصت مغتنمی برای همفکری و رایزنی در اختیار همه ما می‌گذارد. اکنون منطقه آسیا که خود میراثدار تمدن‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم در صحنه خردورزی و تعامل است، با مسئولیتی بزرگ مواجه می باشد. از شرقی ترین نقاط آسیا تا غربی ترین مناطق آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا تعامل فرهنگی و داد و ستد تجاری وجود داشته، به طوری که حتی امروز این تجربه ارزشمند می تواند دستمایه روابط هرچه بهتر و سازنده تر بین کشورها باشد. همچنین وجود و تداوم اندیشه های فلسفی، دینی و علمی در میان مردمی که در قرون گذشته در این مناطق میزیستند سرمایه گرانقدری را در اختیارمان میگذارد تا با چالش‌های پیش رو به شایستگی مواجه گردیم. در واقع سرمایه‌ای که نزد ماست برای ساختن جهانی عاری از تبعیض، تروریسم، انحصارگرایی، زورگویی و بی‌عدالتی کافی است. مجمع حاضر قطعاً می‌تواند در سایه تدبیر رهبران و درایت مردم خود با بهره‌گیری از این میراث کهن نه تنها برای آسیا بلکه برای کل جهان الهام بخش و تأثیرگذار باشد. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از همین میراث گرانبها به دنبال ارزش‌هایی است که همه شما در خلال 4 دهه اخیر در سیاست خارجی کشورمان شاهد بودید. از جمله میتوان به مبارزه با تروریسم و افراطیگری که چهره خشک و خشن و نادرست از اسلام ارائه می کند پناه دادن به مردم بیگناهی که اسیر جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن هستند، مبارزه با یک جانب گرایی، مخالفت صریح با تولید هر گونه سلاح کشتار جمعی اعم از هسته‌ای تا شیمیایی و در نهایت تعامل سازنده با همه کشورهایی که به این ارزش‌ها باور دارند اشاره نمود. بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش‌آفرین کلیدی در منطقه بارها آمادگی خود را برای تدوین سازوکارهای دو جانبه و چند جانبه سیاسی و امنیتی به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعلام نموده و در این راه از هر گونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا
در خصوص راه‌های مواجهه با چالش‌ها و مقابله با تهدیدات موجود استقبال می‌کند. خانم‌ها آقایان، مداخلات خارجی برخی قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست‌های قهرآمیز یکجانبه گرایانه، تروریسم و افراطیگری، پیمان شکنی و قانون گریزی در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی از جمله قرارداد مهم هسته‌ای ایران موسوم به برجام منطقه ما را به یکی از بحرانی ترین و بی‌ثبات ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. در خصوص برجام یادآوری می‌کنم که اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا و از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی و نیز حمایت ناچیز سایر طرف‌های موافقتنامه، همچنان معتقدیم که انجام تعهدات پذیرفته شده توسط همه طرف‌های ذی‌ربط نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد نمود. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد. همکاران گرامی، همه به نقش سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه به خوبی واقفیم. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌های بارز از پیامدهای این سیاست در سالهای اخیر است. این سیاست‌ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت‌ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. معضل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند. بی‌توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی، اقدام غیرقانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم متجاوز، استمرار سیاست‌های توسعه طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه حلی جامع و عادلانه برای این بحران بیش از گذشته از دسترس خارج شود. جامعه بین المللی باید به وظیفه خود برای احقاق حقوق مردم فلسطین از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف عمل کند. حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا خواهد بود. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری
در سوریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریسم به دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم قابل ملاحظه‌ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده است. همچنین ما از ابتدای شروع تهاجم خارجی به خاک یمن با ارائه طرح گفتگوهای فراگیر یمنی خواستار توقف عملیات نیروهای خارجی بودیم و اعتقاد داریم هرچه در اجرای این طرح تعلل شود خسارت‌های جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آورد. به دلیل حساسیت شرایط کنونی و ضرورت مقابله با یک جانبه گرایی شایسته است ما کشورهای عضو سیکا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه روند چند جانبه گرایانه را تقویت و زمینه‌های جدیدی را در صحنه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری به دست آوریم و همکاری‌های خود را گسترش دهیم و با مشارکت در طرح همکاری‌های بین منطقه‌ای با سایر مناطق جغرافیایی روابط خود را تعمیق بخشیم. ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معادن، توریسم و ترانزیت با آغوش باز از حضور و فعالیت تجار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال می‌کنیم. همچنین تجار و شرکت‌های صنعتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در طرح‌های توسعه کشورهای عضو آمادگی کامل برای مشارکت دارند. پیگیری سیاست منطقه گرایی شامل ایجاد بازار مشترک تجارت، انرژی و توریسم و تقویت شبکه راه‌های جاده‌ای و ریلی از سوی کشورهای عضو نیز می‌تواند موضوع همکاری مشترک ما در جهت رشد اقتصادی و ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی ملت‌های آسیایی باشد. همکاران گرامی، در پایان بر این نکته تأکید می‌کنم که در شرایط امروز جهان یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها نبوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح و ثبات و توسعه نیازمند گسترش همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف تقویت تفاهم است. سیاست خارجی ایران مبتنی بر همکاری، همافزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه سیاست برد است. در همین چارچوب مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار گفتگوهای چند جانبه در قالب نشست‌های سیکا را مفید، ضروری و کارگشا می‌دانیم. از توجه همگی شما سپاسگزارم. Як ҷо ташаккур барои суханронии пурмавтоаваятон. Спасибо, господин президент, за ваше выступление. Слово предоставляется президенту Республики Казахстан господину Касым-Жомарту Токаеву. Пожалуйста, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. И правительств, руководителей международных организаций. Прежде всего хочу выразить сердечную благодарность президенту Республики Таджикистан господину Эмомали Рахмону за гостеприимство, прекрасную организацию саммита, а также поздравления, высказанные в мой адрес. Уверен, председательство Таджикистана в СВМДА будет способствовать активному вовлечению нашего форума в решение самых насущных вопросов региона. Отдельную благодарность выражаю председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину
за успешное председательство в СВМДА в 2014-2018 годах. Китай внес весомый вклад в расширение географии нашего форума, повысил его роль и авторитет на международной арене. Сегодня СВМДА – это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты. Предложенное еще в 1992 году в Организации Объединенных Наций первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым идея о проведении совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории нашего континента, стала осязаемым фактором обеспечения безопасности в Азии. Мне довелось принимать непосредственное участие в продвижении казахстанской инициативы. Откровенно говоря, тогда мало кто верил, что уже через 10 лет главы государств континента примут Алма-Атинский акт, устав СВМДА. Тем самым мы дали старт созданию уникального форума в Азии. Взятая на вооружение тактика поступательного движения вперед от простого к сложному обеспечила успех процесса СВМДА. К большому сожалению, международная ситуация в последние годы серьезно осложнилась. Всплеск конфликтов и эрозия механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, усиление международного терроризма – это новая геополитическая реальность. В азиатском регионе обеспокоенность вызывают угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. В этих условиях нужны системные, комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности. В этой связи хотел бы поделиться видением Казахстана о дальнейшем развитии СВМДА. Во-первых, призываю всех друзей и партнеров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности форума. СВМДА должно представлять и отстаивать свои интересы на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Как вы знаете, инициатива о преобразовании СВМДА в Организацию по безопасности и развитию Азии была предложена первым президентом Казахстана в 2014 году. За прошедшее время это предложение поддержали большинство участников совещания. Полагаем, что для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры. В то же время у нас нет желания забегать вперед. Мы настроены на последовательную работу, на продолжение консультаций в рамках СВМДА. Во-вторых, качественная эволюция СВМДА будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на Евразийском континенте. В этом плане хотел бы отметить востребованность, высказанной недавно в Пекине, инициативы первого президента Казахстана о 3 диалогах по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития. Составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки планов взаимодействия в масштабах Евразии. В перспективе к этому процессу могут присоединиться и другие региональные многосторонние институты Азии и Европы. В-третьих, одним из приоритетных вопросов повестки остается обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения. Это требует создания действенных политических механизмов взаимодействия между государствами-участниками. Поэтому вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию. В-четвертых, актуальной задачей является выработка совместных системных подходов к противодействию международному терроризму.
Важные обязательства по борьбе с этим злом содержатся в принятом на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кодексе поведения по достижению мира, свободного от терроризма, который поддержало 82 государства мира. Кодекс мог бы послужить отправной точкой при выработке предложений по упреждению угроз терроризма на пространстве СНД. В-пятых, назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям совещания. Мы предлагаем создать специальный фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности форума. Такой новый механизм призван стать дополнительным стимулом деятельности делового совета СНД. Полагаем, что инвестирование в человеческий капитал способно придать огромный импульс экономическому благополучию всех государств-участников форума. В этом плане следует уделять первостепенное внимание развитию межэтнического и межконфессионального диалога в Азии. Регулярно проводящиеся в Казахстане съезды лидеров мировых и традиционных религий вносят большой вклад в это благородное дело. Другой важной сферой взаимодействия должно стать налаживание качественного экспертного сопровождения работы СВМД во всех его измерениях. Желательно усилить потенциал аналитических центров СВМД путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Считаем также своевременным всестороннее изучение вопроса о создании Совета мудрецов, который генерировал бы предложения для рабочих органов совещания. В заключение хочу отметить, что реализация вышеизложенных инициатив может, на наш взгляд, поднять сотрудничество государств-участников совещания на качественно новый уровень. Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМД в интересах всех его участников. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за выступление и предложение. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики господину Сооронбаю Жээнбекову. Пожалуйста, Сооронбай Шарипович. Уважаемые главы государств, уважаемые главы правительств, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность президенту Таджикистана, уважаемому Эмомалю Рахмону, за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита. Благодарю таджикскую сторону за усилия, прилагаемые в рамках председательства совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уважаемые коллеги, Кыргызская республика твердо придерживается целей и принципов совещания по укреплению взаимного доверия и региональной безопасности. Мы приветствуем повестку 5-го саммита «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион». Данная тема отражает наши возможности и вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в современном мире. Уважаемые участники совещания, всем известно, что в далеком 1992 году первый президент Казахстана, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, проявив политическую дальновидность, предложил созвать совещание по мерам доверия в Азии. Инициатива была поддержана рядом азиатских государств и ООН. С тех пор усилиями наших стран эта площадка взаимодействия развивалась и укреплялась. Мир не стоит на месте. Реалии сегодняшнего дня диктуют нам необходимость совершенствования нашего взаимодействия. Это относится к сфере политики безопасности, противодействия вызовам и угрозам экономики устойчивого развития. В этой связи мы поддерживаем инициативу Казахстана о создании Организации по безопасности и развитию в Азии на основе СВМД. Мы убеждены в том, что Азия нуждается в углублении сотрудничества для обеспечения комплексного развития на двустороннем и многостороннем уровнях. Мы имеем хорошие положительные примеры формирования мер доверия в политической и экономической сферах.
Я имею в виду постоянно действующие встречи и уникальные форматы следующих интеграционных объединений. Во-первых, это установление взаимодействия между главами государств Центральной Азии. Во-вторых, есть позитивный опыт Евразес, который позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Мы недавно отметили его 5-летний юбилей в Нур-Султане. В-третьих, идея направлена на продвижение глобальных экономических задач на Великом Шелковом пути, приобретая все большую поддержку в мире. Мы готовы дальше раскрывать потенциал сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути. Уважаемые коллеги, причины, по которым было созвано совещание, по-прежнему остаются актуальным для Центральной Азии. Происходящие в азиатском регионе процессы диктуют необходимость объединения усилий для поиска эффективных ответов на вызовы и угрозы. Кыргызская республика решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях. Будучи активным участником борьбы с экстремизмом и терроризмом, мы приняли соответствующую государственную программу. Нами определен четкий алгоритм совместных действий государственных органов и всего общества для противодействия экстремизму и терроризму. Мы стремимся внести свой вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития. Мы готовы и далее вносить усилия в совместные действия в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Уважаемые участники совещания, еще одним важным вопросом регионального характера является урановое хвостохранилище. Это опасное наследие бывшего СССР. Для решения данной проблемы Кыргызстан в 2018 году организовал мероприятия на различных международных площадках. Принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии, которая была инициирована Кыргызстаном. В этом контексте мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие в области охраны окружающей среды в двустороннем и многостороннем форматах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим союзникам России, Казахстану и зарубежным партнерам, которые оказывают нам весомую поддержку в решении проблемы урановых хвостохранилищ. Уважаемые коллеги, вместе мы сможем добиться решения стоящих перед нами вызовов по сохранению мира и безопасности, а также обеспечению устойчивого развития государств. Выражаю уверенность, что роль и значение нашей организации будет увеличиваться и крепнуть, а ее актуальность только возрастать. Завершая свое выступление, хотел бы искренне поблагодарить уважаемого имама Аль-Рахмона за прекрасную организацию саммита и теплое гостеприимство. Желаю Таджикистану успешного председательства. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин Жеймбеков, за содержательное выступление. Слово предоставляется президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, господину Майтрипала Япасирисена. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි Ваше превосходительство, господин Рахмон, президент Республики Таджикистан, уважаемые главы государств и правительств стран-членов СВМДА, уважаемые делегаты, представители стран-наблюдателей, Ваше превосходительство, дамы и господа. Во-первых, я бы хотел поблагодарить председателя Таджикистана за приглашение для участия в этом важном саммите. СВМДА является очень важной организацией для нашего региона. И, как нам известно, будущее принадлежит Азии.
ලෝකයක් දිනා ගැනීම සඳහා සාමයට කැප යුතු වෙනවා. Поэтому члены государства СВМДА, все мы должны высказать свою приверженность достижению мира в нашем регионе. Крайне важно, чтобы мы наладили добрососедские отношения для достижения мира в нашем регионе. Для меня с большой болью я говорю о нападениях, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля. И впоследствии народы Шри-Ланки испытали большой шок, но тем не менее мы объединили наши усилия для того, чтобы справиться с теми вызовами, которые стали перед нами. Ваше превосходительство, я уверен в том, что правительство Шри-Ланка и наши силы правопорядка обладают достаточной компетенцией и навыками для того, чтобы противостоять этим вызовам. ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා සියලු දෙනාගේ සහෝදරත්වය සහ බැඳීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. Поэтому, Ваше превосходительство, я бы хотел отметить, что братские связи, добрососедство и сотрудничество между странами, членами СВМДА является наиболее важным в борьбе с терроризмом, который стоит перед нами всеми. И я бы хотел обратиться ко всем странам, членам СВМДА, тем, чтобы никто не смог оспорить тот статус, который теперь имеется у стран Азии в нашем мире. И я считаю, что в этом веке Азия станет наиболее сильным регионом мира, и поэтому мы все должны объединить усилия для того, чтобы добиться этого. Формирование мира, использование современных технологий, я считаю, является крайне важным в этой работе. И я думаю, что страны-члены СВМДА должны быть привержены обеспечению достижения демократических свобод и независимости наших стран-членов и защиты этих прав и интересов. И я бы также хотела отметить, что права человека не должны использоваться как меч для того, чтобы нападать на независимые нации. Свободы и демократия, конечно же, являются самыми важными достижениями для всех наций. И я не думаю, что какая-либо сила или держава должна ставить под угрозу свободы и демократии какой-либо нации мира. И я считаю, что экономические и торговые политики стран-членов СВМДА должны быть простыми и не перегруженными различными ненужными деталями. И как те нации, которые выразили свое согласие с целями устойчивого развития, мы должны добиться всего, чтобы наши политики соответствовали целям ЦУР. Таким образом, я призываю всех вас сделать все, чтобы мир и
стабильность стали нашими первоочередными задачами для достижения сильного азиатского региона, СВМДА должна определить будущие тенденции и вызовы, которые могут встать перед нами. И это будет крайне необходимым для того, чтобы мы могли продолжать движение вперед. Для того, чтобы добиться этого, мы должны быть сильными и выступать единым фронтом. И мы, конечно же, должны работать в мирных условиях. И именно атмосфера мира позволит нам добиться устойчивого развития и целей, заявленных ООН. Я считаю, что региональный мир и сотрудничество играют абсолютно важную, незаменимую роль в этом отношении. И поэтому я считаю, что задачи СВМДА крайне необходимы для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. С другой стороны, ваше превосходительство, мир необходим для нас, для того, чтобы искоренять бедность. Если мы хотим избавиться от бедности, которая влияет на многие страны нашего региона, мы должны бороться и с терроризмом. И поэтому я хочу еще раз подчеркнуть важность мира и единства, которые в свою очередь позволят нам добиться наших экономических целей и задач. И мы все должны объединить усилия для обеспечения освобождения нашего региона от бедности уже в этом веке. Хочу передать всем вам наши наилучшие пожелания в проведении данного саммита и достижении нашего региона, и также проведении этого саммита. На этом я бы хотел завершить свою речь. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин президент, за ваше выступление. Слово предоставляется президенту Турецкой Республики господину Реджепу Таyyip'u Erdoğan'u. Pardon, уважаемый господин президент. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer bakanlar, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 5. zirvesi vesilesiyle Duşanbe'de bulunmaktan Я очень доволен тем, что нахожусь в Душанбе. Мой дорогой брат, президент Таджикистана господин Рахмон, хочу поздравить вас с вашей успешной деятельностью в качестве председателя нашего совещания. Хочу выразить благодарность за ваше гостеприимство. Желаю, чтобы наше совещание пошло на пользу всему нашему региону. Наше сегодняшнее совещание осуществляется именно в тот момент, когда глобально и регионально мы сталкиваемся с важными проблемами. Хочу отметить, что наш Аксакал Нурсултан Назарбаев, именно благодаря его видению была положена основа совещанию по сотрудничеству и мирному доверию в Азии. Наше совещание превратилось в содержательный региональный форум благодаря нашим общим усилиям. Именно рост количества наших членов является доказательством тому. Пользуясь случаем, хочу также приветствовать Шри-Ланку, которая является 27-м членом нашего совещания. 2 месяца назад в Шри-Ланке было совершено коварное террористическое нападение. Хочу отметить нашу
солидарность и выразить соболезнования всем погибшим. С другой стороны, хочу выразить удовольствие тем, что Лаос является здесь сегодня в нашем совещании в качестве статуса наблюдателя. В первую очередь хочу отметить, что Турция видит, что необходимо углублять наше сотрудничество. В этом контексте мы считаем, что для институционализации наших структур и продвижения наших дел необходимо еще больше работать. Нам необходимо поддерживать вместе работу нашего совещания. В этом плане это касается не только обеспечения финансовой поддержки, а также это касается конкретного вклада и активного участия наших членов. Нам необходимо определить в этом плане задачи и ускорить таким образом нашу работу. Дорогие друзья, в современном мире, к сожалению, господствует не порядок, а анархия. В нашей географии мы сталкиваемся с опосредованной войной, с гражданскими войнами, с столкновениями с борьбой с терроризмом. Считаю, что вот перед такими испытаниями наше совещание именно является той платформой, посредством которой можно выступить с общими шагами. Турция в этом плане, в своем окружении, в своем регионе именно делает все свои шаги для установления мира, благосостояния и стабильности в своем регионе. В нашей соседней стране, именно в Сирии, мы делаем все возможное, чтобы прекратить гражданскую войну и обеспечить стабильность. Около 4 миллионов сирийских беженцев мы приютили в своей стране. Мы осуществили зарубежные операции, военные операции против террористических организаций Даиш и ПКК, так называемый Демократический союз, которые в результате понесли тяжелые потери. Мы освободили от террористических организаций более 4000 квадратных километров территории. 330 тысяч сирийских беженцев в результате вернулись на свои родные края. Мы обеспечили это. Другая кровоточащая рана в нашем регионе является это палестинский вопрос, в котором мы демонстрируем очень активную позицию. Оккупация, жестокость и несправедливость, которые словно являются уже судьбой Палестины, нам необходимо решить этот вопрос. Это является честью для человечества. Мы не согласимся и отказываемся от всех свершившихся фактов относительно Иерусалима Кудуса. Мы призываем все страны быть приверженными решению ООН и вернуть исторический и юридический статус Иерусалима. Для установления мира в Афганистане и прекращения актов насилия необходимо поддерживать эти усилия. Сердце Азии — Стамбульский процесс. В этом плане мы продолжим свою деятельность. Считаем, что вопрос, связанный с Кашмиром, необходимо решить путем диалога между Пакистаном и Индией на основе решений ООН и на основе ожиданий народов Кашмирского региона. Мусульмане Рохинджи. Мы пристально следим за развитием этих событий и желаем, чтобы это гуманитарное бедствие завершилось. В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в качестве сопредседателя посреднической группы между ООН, ОБСЕ и ОИК. В рамках нашего совещания мы считаем, было бы полезным развивать посредническую деятельность. Дорогие друзья, несомненно, экстремизм, радикализм, который достигает актов насилия, и терроризм, к сожалению, в мире увеличивается. За последние 35 лет моя страна продолжает бороться с такими террористическими организациями, как Даиш, ПКК, ФЕТО, также Аль-Каида. До сих пор моя страна в борьбе с этими террористическими организациями отдала жизнь более
десятки тысяч граждан. Хочу подчеркнуть, что нет никакого справедливого обоснования для террора и актов насилия. Необходимо проявить, демонстрировать четкую и решительную позицию. Необходимо знать, что уничтожение одной террористической организации другой террористической организации приведет только к еще более большой крови, оккупации, жестокости и слезам. Сирийская площадка является именно этому доказательством. С другой стороны, хочу отметить, что нам необходимо осуществить конкретные шаги для обеспечения и стабильности и развития в регионе. В этом плане мы видим, что должно быть справедливое решение каждого вопроса. Мы придаем значение комбинированной перевозки в нашем регионе. В этом плане поддерживаем исторический шелковый путь. Наш подход, конкретный подход в этом плане, транскаспийский коридор, который имеет в этом плане для шелкового пути, придаем большое значение. Региональный мир, стабильность и экономическое сотрудничество в этом плане имеет большое значение, но этому наносит ущерб именно санкции, которые мы не поддерживаем. Завершая свое выступление, хочу отметить, чтобы наше совещание пошло на пользу всем этим конкретным шагам, и желаю всем вам успеха. Благодарю вас, господин президент, за ваше видение относительно перспектив развития региона. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан господину Шавкату Мирзияеву. Пожалуйста, уважаемый Шавкат Миромонович. Уважаемый имам Али Шарипович, уважаемые главы делегации, дамы и господа. Хочу особо поблагодарить президента Республики Таджикистан, уважаемого имама Али Шариповича, за прекрасную организацию нашего саммита. Сегодня совещание является авторитетной международной площадкой для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии. Уважаемые участники саммита, современная система международных отношений характеризуется растущей нестабильностью и непредсказуемостью. Страны азиатского континента, обладающие колоссальным экономическим и интеллектуальным потенциалом, сталкиваются с серьезными вызовами. Это прежде всего проблемы экологии, демографии и миграции, низкий уровень жизни и образования. Они являются основными источниками социальных конфликтов, питательной почвы для распространения идеологии экстремизма и терроризма. Особую озабоченность также вызывает процесс радикализации среди молодежи. Но самое главное, сегодня мир переживает кризис доверия. А ведь доверие между странами и народами – это важнейшее условие обеспечения безопасности и устойчивого развития. Все мы видим ужесточение конкуренции между мировыми центрами сил. Более того, некоторые эксперты даже допускают вероятность ее перерастания в открытые вооруженные противостояния. Самое страшное, в общественном сознании притупляется ощущение огромной опасности этой глобальной угрозы. На наш взгляд, для преодоления кризиса доверия и укрепления безопасности в первую очередь требуется создание благоприятных условий для развития человеческого капитала. В этой связи деятельность нашего совещания, основанная на взаимном уважении и коллективной ответственности, становится как никогда востребованной. Уважаемые главы делегаций, для дальнейшего укрепления мира, доверия и безопасности в Азии представляется важным следующее. Во-первых,
Ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане. Мы приветствуем переговоры в любом формате, если они нацелены на достижение мира. В этом плане с удовлетворением отмечаем результаты трехсторонних встреч по Афганистану с участием России, Китая и Соединенных Штатов. Подчеркну, мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента. Во-вторых, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействия ее радикализации и расширения доступа к качественному образованию. По нашей инициативе принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность». Разрабатывается международная конвенция о правах молодежи. Мы готовы взять на себя роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем также крайне востребованным активизация контактов по линии народной дипломатии, в том числе путем обменов и проведения форумов в области туризма. Это однозначно будет способствовать повышению доверия и улучшению взаимопонимания между нашими народами. В-третьих, предлагаем наладить системный диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия, просвещения и культурного взаимообогащения. Эффективными площадками, в частности, могли бы стать Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте и Международный научно-исследовательский центр имама Бухари в Самарканде. В-четвертых, необходимо наращивать усилия по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет прежде всего о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит полнее раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона. В-пятых, драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить региональный форум малого бизнеса. Наконец, серьезным вызовом безопасности и устойчивому развитию является обостряющаяся экологическая угроза. Проблема Арала сегодня является экологической и гуманитарной катастрофой планетарного масштаба. Она уже привела к тяжелым последствиям для генофонда жизни и здоровья населения Приорала. Считаем важным объединить усилия в преодолении последствий Аральской катастрофы. Именно в этих целях при Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для мобилизации донорских средств и реализации конкретных проектов при Арале. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники совещания, все мы хорошо понимаем, что безопасность неделима, и ее фундаментальной основой является доверие. В этом плане важно сохранить заданную динамику сотрудничества в азиатском континенте. Совместный поиск и принятие взаимовыгодных решений позволит достичь наших благородных целей обеспечения мира, стабильности и процветания. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, за высказанные предложения. Слово предоставляется исполнительному председателю правительства Исламской Республики Афганистан господину Абдулла. Пожалуйста. Bismillahirrahmanirrahim. جناب علی رئیس جمهور امام علی رحمان، جلالت مآبان رؤسای دول و حکومت‌ها، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و بعد از ظهر شما بخیر. افتخار دارم که در پنجمین اجلاس سران تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا اشتراک و سخنرانی میکنم. اجازه دهید مراتب سپاس
و قدردانیم را از کشور برادر و دوست جمهوری تاجیکستان برای ریاست موفقانه سیکا و برگزاری این اجلاس مهم در شهر دوشنبه ابراز نمایم. جلالت مآبان، خانم ها و آقایان، سیکا در 2 دهه گذشته در پی تلاش های خود و موفقیت های چشمگیر در عرصه اعتمادسازی میان کشور